Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня я хочу обратиться ко всему населению, хотя подобного рода обращений множество, очень много. Я просто как житель этой республики, как имам, как простой человек даже хочу обратиться к многим людям, к молодежи прежде всего, которые еще соображают, которые еще не совсем ушли в такую проблему, как пьянка, как алкоголизм. Вот нет ни одного человека, чтобы его не коснулась эта проблема. Вот, особенно в деревнях. Недавно я в родной деревне, в одной из родных деревень, где я учился 3 года, это в Училинском районе, делали такую статистику. Посчитали ребят от 20 до 40 лет, и неточное количество, еще не все, около 40 мужчин этого вот промежутка, этого возраста умерли от пьянки, либо на фоне пьянки от какой-то другой проблемы. Последние только новости, которые произошли в моем родном Училинском районе, это коснулись прежде всего меня самого. Мою одноклассницу муж в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом, она пребывает в реанимации. Раз. Второе дело, это перестрелка, не перестрелка, это училинский стрелок убил своих соседей, убил свою жену, в состоянии алкогольного опьянения. В новогодние праздники, после новогодних праздников он все еще праздновал, так называемо, распивал спиртное, и в этом состоянии это сделал. И там же человек, который пострадал, это друг детства, это мой друг детства, с которым мы вместе выросли. Это то, что касается прежде всего меня самого. Второй случай. Третий случай, не знаю, тут до конца неизвестно еще, но человек опять-таки с того же населенного пункта, с моей родной деревни, получается, покончил жизнь самоубийством. И если возьмем деревня, села в республике, я города еще не говорю, то самые продуктивные люди, мужчины, от 20 до 40, до 50 лет, там штабелями просто умирают из-за алкоголя. Штабелями умирают. И что интересно, когда людям начинаешь объяснять, и всегда находятся те люди, которые говорят, что «А почему запрещать алкоголь?» Да почему? И нормально же, если нормально в меру пить, то, говорит, польза есть. Я понимаю, есть польза какая-то определенная, никто этого не отрицает. Если человек, говорит, пьет в меру, да, возможно, есть у него давление улучшается или еще что-то. Но просто если смотреть по статистике, вреда больше, однозначно больше. Если народ умирает из-за алкоголя, и он не соображает, уже умирает, вешается, то какая в этом может быть польза? Просто методом тестирования можно же вывести, то что это вред, это уже тысячелетиями уже все говорят, то что алкоголь является вредом. И также я не могу понять людей, никогда не понимал их. Я вырос в той обстановке, где много было алкоголя, пьют люди. Я не могу понять человека, разум этого человека не могу понять, когда он специально себя вводит в такое состояние, когда он как высший организм, как высшее звено биологической цепи, самый разумный человек, Homo sapiens, самый разумный, превращается в свинью, превращается в дурака. Я не могу понять. Вы видели видео, где ходит человек, шатается, падает,
люди смеются над ним, либо он со скамейки свисает. Каким образом человек может, вот мне этого не понять, почему люди вводят себя в такое там ужасное состояние. Вот новогодние праздники, опять-таки, корпоративы. Столько, опять-таки, смешных вот роликов, ситуаций, когда женщина выпила и начинает там танцевать, там на следующие целые радиопередачи выпускают. Какой там неудобный случай после корпоратива, называются они, рубрики целые, там, где смеются, там, вот в такой низшей, унизительной форме человек пребывает из-за этого алкоголя, из-за водки, из-за спиртного. И на те запреты, когда, как будучи мусульманином, когда будучи говоришь им, они начинают говорить, да, там в алкоголе польза есть, еще что-то. Вот я хочу прочитать вам аят из Корана. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. И они, пророк, спрашивают у тебя об азартных играх и об опьяняющих напитках. Скажи им то, что вреда в них намного больше, чем пользы. И Аллах же говорит, то, что в них есть некая польза, но вреда от этой пользы намного-намного больше. Аллах Субхану Тааля знает человека, потому что он является его создателем, поэтому знает. А то, будто бы Аллах не знал то, что он полезный, и люди такие умные начали там извлекать пользу. Вот извлекают пользу, умирают там целыми деревнями, попадают в ужасные ситуации, умирают в ДТП. Вот сколько раз сбивают ДТП, из них там 70-80% из-за алкоголя. Сколько там суицида, из них из-за алкоголя. Сколько сирот остается, из них из-за алкоголя. Вот, извлекают они пользу. Это разве польза от алкоголя? Где польза? Нет пользы никакой. Нет никакой меры дозволенности, там, объема у алкоголя. Нет у него объема. И еще хочу такой интересный момент сказать. Вот, все говорят, вот алкоголь, у нас качественная водка. Вот недавно только там целый выпуск, видеовыпуск вышел, одно исследование, когда человек рассказывал, что для производства качественного алкоголя нужно качественное сырье. Правильно? Нужно качественное сырье. Это пшеница, это, я не знаю, пшеница там за основу, там еще другие природные компоненты. Но Россия является лидером потребления вот такого объема спирта и спиртных напитков. И производители везде пишется то, что там в России произведено. А в России-то столько пшеницы не выращивается. И не ввозится из-за рубежа столько пшеницы. Не ввозится сырье для производства хорошего алкоголя. Откуда у нас, вопрос спрашивается, этот алкоголь, откуда в нашу страну ввозится, откуда появляется. И разные догадки. Во-первых, самое основное, то, что оно не добывается естественным способом. Не добывается. Это раз. Второе, если оно производится либо синтетическим методом. И третье, то, что сейчас последние доказательства ведут, это уже ведут корни в Китай, где они, по слухам, производятся из фекалий, из отходов людей. Из них извлекают уже спирт, из спирта делают как бы водку и отправляют алкоголикам распивать ее. Если раньше, да, говорили, вот я вам скажу, если наше взрослое поколение говорило, вот мы работали в совхозе, до 4 утра гуляли, пили, и поспали 4 часа, и шли на работу, там, свежие. И там и похмелья такого нет, и там не болели мы, то сегодня мы видим, человек чуть-чуть выпил, и его сшибает. И он там умирает, он там страдает, там капается, там лечится, нарколога вызывает. Это из-за чего? Это из-за того, что алкоголь, который ввозится в Россию, она ужасного качества, то, что люди от нее умирают.
И я не призываю там распивать качественный алкоголь. Я призываю к тому, чтобы оставить это зло. Оставить это зло. Нет у него объема и дозволенного объема. Нет такого количества алкоголя, чтобы выпил, и тебе стало хорошо, и ты такой довольный, и при хорошем настроении, в хорошем расположении духа начал там гулять, и у тебя там просветление возникло. Это дела из дел шайтана. Аллах Субхану ва Тааля говорит, это дела из дел шайтана. И если есть грехи у человека, которые он совершает, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, то, что хамр уммуль хабаид, то, что спиртное является матерью всех грехов, всех остальных плохих вещей. Вот сколько вот в Башкортостане громких событий было, все на фоне алкоголя. Вот конфликт начался в Баймаке, тоже из-за пьянки. В Белорецке тоже из-за пьянки. В Учелах все тоже из-за пьянки. ДТП случается тоже из-за пьянки. Люди убивают, сиротами дети остаются, люди там гибнут, вешаются, изменяют женам, мужьям, все на фоне пьянки. Поэтому я призываю, альхамдулилля, рад тому, что в Башкортостане этот год объявлен годом борьбы с алкоголем. Иншаллах, мы, мусульмане, всегда боролись с этой мерзостью, и иншаллах должны бороться дальше и еще в усиленном порядке, иншаллах. Никогда не оставляли это дело. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Вальтакум минкум умма», пусть среди вас будет умма, «Я'муруна биль магруфи ва янхауна анил мункар», которая призывает к добрым вещам и остерегает от злого. Поэтому мы, как мусульмане, иншаллах, всегда боролись с этой мерзостью и, иншаллах, будем бороться. И если, слушатель мой, вот, если ты слушаешь это видео, смотришь это видео, я прошу приложить максимальное участие в том, чтобы избавиться от этой мерзости. В деревнях, когда работают такие совещательные органы, как сход граждан, на повестке надо обсуждать борьбу с алкоголем. Пусть, во-первых, в самую первую очередь, пусть не продают незаконный алкоголь, пусть не продают вот эти там ужасные фанфурики, боярышники, которые стали популярными. Пусть собираются организации, как Женсовет, пусть профилактируют семьи. Это имеет свои плоды. Я лично был свидетелем, когда в одно время наша деревня избавилась, практически полностью избавилась от алкоголя, когда женщины собирались, ходили в семьи и останавливали, выговор делали женщинам, которые пили, и семьям, которые пили, и стыдили их. Надо этими вещами заниматься. Есть у нас организация Ак и Найдар, там тоже в Башкортостане, союз мусульманок, который сейчас работает, иншаллах, имамы, которые в деревнях находятся. Собирайте мужчин, женщин, которые борются с алкоголем. Ходите в эти семьи, останавливайте этих людей. Эти алкозависимые, они ведь известны их имена, известно то, что у них в семьях беды. Не видел ни одного алкоголика, чтобы у него в семье было хорошо. Из-за того, что в семье распивается алкоголь, дети страдают. И мы, люди, когда знаем, то, что где-то беда происходит, сидим то, что делаем вид, то, что все хорошо, мы прежде всего совершаем большой грех. Надо заниматься вот этими вещами, надо останавливать вот это зло. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.